Ну вот такое доброе утро. Поспать не дал. Четвертого дня, да? Поспать не дал, но... Говорит, поехали. Поехали быстрее. О, кусочек Байкала. Ну, красиво. Но здесь бы я вот, допустим, на несколько дней останавливаться не стала. Какие колокольчики красивые. Ужас какой-то. Тут, оказывается, столько комаров тоже много. Они мелкие вот такие. Ой, гады. Прям одолели. Ну все, Байкал, пока. Ну, какая красивая сиренька растет у них и цветет. Прям все в цвету. Единственное, что здесь вот такой вот выезд. Мы же можем туда уйти, там развернуться. Я так и сделаю, что там не мешает, там же закрытый поворот. Через 200 метров развернитесь. Конечно, развернемся, Оля. Такой туманец там над Байкалом стоит. Красиво, конечно. Смотри, везде. Разворачиваемся. Ой, там машина идет. Вон там. Горы, вода. Невероятная красота. И солнышко светит. Так. Ну все. Теперь мы поднимаемся вверх. На перевал Култук. Ну, хочется надеяться, что сейчас время 6:49, что еще не такое плотное движение, как днем. Вот уже машина спускается оттуда. Ничего себе, как солнышко ярко светит. Конечно, тут вообще необыкновенные. Тут, кстати же, где-то еще смотровая площадка теперь есть, да? Где-то. Смотрим, Где-то еще стеклом замыть, а с этой влагой там не протрешь, он сразу машину с ним бежит. Да, вышли когда из домика. Машины все прям влажные стоят. Как после дождя. Даже хлеще, чем после дождя. Ну, туманец, видимо, был. Может, как вот после тумана лучше, да, сказать? А, ее закрыли, эту площадку. По идее, правильно на повороте стоять. Ну да. Повороты, конечно, жесть. Так, ну все, сегодня у нас цель дойти до Красноярска. И там хорошо отдохнуть. Лучше встать пораньше. Мы вообще раньше всегда выезжали в 5 утра, вставали в 4, выезжали в 5. Но просто сейчас, мы бы и сейчас так сделали, но по времени получается, мы бы поспали тогда совсем мало. Мы просто приезжаем, который день уже поздно. Ложимся спать. Потому что едем не торопясь. Ну да, мы везде зеваем по сторонам. Точно, будь здоров. Буду. Зеваем по сторонам везде. Там остановились. Тут потрогали, там посмотрели. Вот. Поэтому в Красноярск сам мы тоже не планируем заезжать. Мы хотим
остановиться в своем любимом отеле Берлога. Надеюсь, там ничего не испортилось. Все, единственное, надо номер брать подальше от дороги, да? Да мне как-то там не мешало. Машины, ну, блин, а вдруг вот я высплюсь и буду всю ночь слушать эти звук машин. Меня разбудишь. Мне тоже не мешало. Ты же знаешь, что я так не сделаю. Разбудишь, говорит, меня и поедем. Так, ну ладно, мы едем. Едем в Иркутск, мы будем проходить мимо. Через 62 километра. Уйдем на объездную. Хорошо, что объездную сделали. Что? Хорошо, что объездную сделали Иркутск, объехать 62 километра до объездной Иркутска. Ну вот. Потому что во всех пробках толкались. Вчера была такая ситуация у нас. Мы ехали, поднимались в подъем, и оттуда нам навстречу вылетает фура какая-то. Ну, мы оттормаживаемся, он оттормаживается. Спасибо. Он обгонял тоже какую-то фуру и вылетел прямо на нас. Ну хорошо, как бы все так, все вовремя затормозили. И этот мужик сидит и нам руками машет. Типа, вы что, офигели, что ли, тут едете по своей полосе? Потом мы сняли карту памяти. Спрятался, говорит, как-то. Ну, Антон ему в рацию крикнул, типа, ты что, говорит, мне тут еще руками машешь? Он такой, прости, братан, ты как-то спрятался, я тебя не увидел. В смысле спрятался, блин? Ну, везде на подъемах, на спусках знаки стоят, что обгон запрещен. Сплошная полоса нарисована. Ну, ладно, я Антону говорю, давай, говорю, нам нужно это видео с регистратора снять, чтобы в ролик вставить обязательно. Ну, потому что там действительно была такая неприятная ситуация, страшненько. И мы весь вечер просматривали видео, и именно этого видео мы не нашли. Да уже затерлась, просто карта памяти маленькая стояла. Нет, ну главное, всякие есть. Вот время там есть 11, 15, 12, 15, 13, 15. А именно вот этого 11:44 мы посмотрели было. Именно этого видео нет. Обидно. Хоть включай телефон и не выключай его все время, пускай снимает, чтобы снять что-то интересное. Поэтому, блин, приходится мало того, что за собой следить, еще и за всеми остальными. Просто нам и съехать даже некуда было. Пускай это дорога, две полосы, одна туда, другая обратно. И с нашей стороны гора была какая-то, скала или гора, или что-то такое, да? На себя. Так что вот так вот. Контента нет. Просто постоянно дорогу показывать как бы тоже не хочется. Поэтому вообще думаю, что 2 дня в один ролик складывать, меньше часа ролики делать, они не просматриваются. Я бы вообще бы в 15-20 минут бы сложила весь наш день. И нормально было бы. Да я бы не смотрел. Ты бы не смотрел бы. Приступлю к монтажу второго фильма. Вчера вообще неохота было его монтировать. Мало того, что везде по сторонам интересно все было рассматривать, так ты еще и заглядываешь туда в ролики, которые снимала до этого, а там все время грязное стекло. И вот эти вот хочется кусочки вырезать. Сейчас вот тоже стекло все запотевшее. Сейчас спустимся вниз, встанем, протрем.
влажность, прямо там облака лежат. Что впереди камеру на 70. Красиво. Все, и на стекле сразу влажно. Ага. Вау, очень красиво. Зрелище. Педаль и шаг. Впереди камеру на 70. Спуск с опасными поворотами протяженностью 3 километра. Вот здесь делают дорогу параллельно. Все стоянки забитые дальнобойщиками. Все еще спят, только просыпаться начали. Шаманка. Педаль в спину. Каторжанка. Название, да? Педаль в спину. Моты. Это были моты. Жмоты. Не знаю. Мы тогда ехали. Да. Вот Тогда ее они. насыпали. Они до сюда как раз, видишь, вот она туда уйдет. А там мост делают справа, получается. Ну, летом, конечно, совсем все по-другому выглядит, чем весной или зимой. Вот он, этот объезд идет. Летом как-то поприятнее, покрасивее. Зимой снег везде. Ну, красиво, да. А тут какие-то совершенно другие ощущения. И вот она опять сюда сворачивает. Вот куда уходит. Слушай, ну много сделали. За год
посмотрел в навигаторе, что туда направо дорога была, а там ремонт идет. Из-за тут пробки уже с утра. Поэтому я остановился у инспектора, спросил. Он сказал, лучше налево поехать. Все понятно, спасибо. У инспектора точно не Бузов фамилия? Дава. Дава? Что мы едем через Веденщину. Да, у нас навигатор сразу мы повернули налево, и навигатор на 30 минут меньше времени до прибытия осталось. Да? Деревья прямо кронами аж как будто сходятся вверху. До такой степени огромные. Ладно, едем дальше. Веденщина, так Веденщина. Но зато здесь не ездил. Что зато здесь? Здесь же ты не ездил. Нет, я здесь не ездила. Вот мы объехали этот участок дороги, на которой идет ремонт. Сейчас мы уходим до Красноярска, написано 1061 километр на указателе. Здорово. Сейчас где-нибудь позавтракаем, Стекло отмоем. стекло отмоем и двинем дальше. В прошлом году показывала, еще раз покажу. Классная объездная дорога. Раньше проезжали через Иркутск когда-то там 12 лет назад. По всем иркутским пробкам, кольцам и т.д. А сейчас Иркутск объезжаем по замечательной дороге. Салатики всякие, горячая выпечка. Красную взяла салатик. Антона хорошо. Салатик и суп овощной. 3 сока, морса, 2 сока. И заплатили мы 900 рублей. Да? 830. 830. 830 рублей. Пирожков с собой взяли в дорогу. Смотрим, все с выпечкой выходят. Думаем, дай-ка возьмем тоже, пусть будут. Вот столовая Корона. Это по пути в Красноярск из Иркутска. Классная столовка. Все было вкусненько. Наелись. Наелись. Перекусили. Ну, не перекусили, я наелась. Сейчас покажу, как она выглядит с дороги. Вот она. И сразу же за этой столовкой Тельма со своим красивым храмом. Тельма, привет! Кто-то нам в прошлый раз из Тельмы привет передавал. Вот она, эта красота. Дальше у нас по пути будет Усолье Сибирское. Вот в прошлый раз мы в Усолье, когда обратно, когда домой ехали, стояли очень долго, да. Очень-очень долго стояли. Причем пробка была в обе стороны. Но это было где-то конец рабочего дня, по-моему. Все, наверное, с работы ехали. Поэтому пробка. Сейчас время 9:23. Надеюсь, что все сидят на планерках в офисах. У нас в Якутске обычно так, я заметила. Часиков в 10 дороги пустые. Можно ехать куда хочешь. У всех, видать, планерки. Утренний кофе. Утренний кофе? Да. Да, вот, кстати, я бы кофе выпила вкусного. Вчера мы где-то вкусный кофе пили на какой-то заправке. Роснефть. А, в Чите, не Роснефть.
Роснефть. Фурия мы проехали без пробок. И немного дальше ремонт моста идет. И реверсивное движение. Маленько постоим. Интересное у них тут название населенных пунктов. Туман. Зима я где-то видела. В Иркутской области тоже. Ну вот теперь наша очередь пришла ехать. Кишка теперь стоит дальше. Красноярск 972 километра. Нам нужно будет немножко дальше проехать по трассе. Что такая длинная кишка. Пасутся на своих желтых лугах. Впереди камера на 70. Мальта. Поедем на Мальту. Какой-то олень нас встречает. Черемховский район. Тут после Иркутска везде по обочинам продают яблоки. Прошлогодние, наверное. Вот опять яблоки. И груши, слушай. Я хочу. Надо остановиться где-нибудь. Ага. Ой, хочу, как хочу. Надо остановиться где-нибудь, купить груши. Ага, я хочу. Так мы и едем, говорю. То это хочу, то там остановимся, тут остановимся. Ну, мы же в отпуске. Да. Ну все. Просто тогда нафиг я такие колонны обгонял. Остановимся. Они уже закончились, на обратной пути. Коров сколько много. Много-премного. Какое желтое поле. Заправились сейчас на заправке Крайснефть. И получили скидку. Теперь, если мы заправляемся от 1000, то у нас с каждого литра по рублю скидка. 2 рубля. Сейчас 2 рубля. А, уже 2 стало, да? А, да, сейчас получается мы заправились от 1000, у нас рубль была с каждого литра скидка. А дальше уже будет 2 рубля. А больше еще будет? Ага. Неизвестно, да? Ну, просто интересно так, ага, на кассе сказали, что следующая заправка у нас уже по 2 рубля будет скидка за. Те самые белые цветы, это и есть, по всей видимости, борщевик, ага. Зараза, он красивый такой. Так, сейчас я пойду что-то покажу. Тулун Булюшкина. Сейчас я что-то покажу. Тут столько саранок желтых. Такая красота. Вот они. Класс. Тут, блин, туалет, конечно, устроили. Ну, просто их полно. Там вон. Весь лес этих саранков. Блин, я бы, конечно, залезла туда. Ну, что-то как-то слишком густая трава. Река Бирюса.
Люди отдыхают, купаются, рыбачат. Погодка позволяет, на улице жара. Улица 32 градуса. 32 показывает. Время 6 часов вечера почти. И вот, наконец-то, мы въехали в Красноярский край. Здравствуй, Красноярский край. Жарко тут, капец. Везде жарко. Лето, однако. Опять стекло грязное снимаешь, потом будешь писиховать. Ну, а что сделаешь, если у нас нет чистого стекла? Далеко чисто, да. Ты снимаешься? Снимаю, да. Постояли на железнодорожном переезде. Теперь потихонечку двигаемся. Надеюсь, мы успеем проехать. Не закроют. В Красноярском крае у нас время перевелось на час назад. Сейчас стало 18 часов. А было, как будто они знают. А было 19. Ну, по логике, да? С Якутском разница на 2 часа стала. По деревне едем, который раз уже в такие дворики все в цветах. Люди прямо украшают, ухаживают. А всем, кто мимо проезжает, приятно посмотреть. Глаз радуется. Как деревня называлась? Какой-то Ингаш. Ингаш верхний. Верхний Ингаш. В Красноярском крае. Такими заборчиками, там кустики, цветочки. Здесь везде трава покошенная. Интересно. Зачем они ее косят? Может, кто-нибудь знает? Расскажите. Птицы заливаются. Мы опять к железнодорожному переезду подъезжаем. Будем стоять. А вон там железка идет за лесом. Танцующие дворники. Очередная протирка. Пух везде по обочинам. Тополинный. Прямо как сугробы. Не видно, наверное. Вон, везде этот пух лежит. Белым-бело. Это мы в Канский едем. Ептун. Бассейн. Буква Н спряталась. Прям фонтан там какой-то в водоеме. Столько народу много. Мы обычно Канск всегда утром проезжаем. И разметки нормальные, ни хрена, блин. Канские ворота. Круговое движение. 4-й съезд. Вот они. Сейчас там дальше еще хуже дорога будет. Да.
Ямато Канава. С днем рождения, любимая. Нифига себе, баннер. Через 600 метров поверните направо. Сейчас на улице написано Каландарашвили. Грамотей У нас же тоже какой-то. было такое на некоторых Ну, домах. как когда-то было. Кто-то, блин, видать, неправильно Поверните заказал. направо. Ну, блин, уж можно поменять-то название, правильно написать фамилию. Все фуры гаишников нету, все фуры через город. Железная дорога под мостом. Это Ямато Канава. По-моему, там где-то еще этот серпомолот будет, да? Или это не Это здесь? был Вачинский. Эй, проходите. Нет. В Ачинск мы не заезжали так прямо, чтобы заезжать. А черт его знает, что я уже забыла. Вообще такие домишки страшные. Бедненькие такие. Да, вон он серпомолот стоит. И доезжая Красноярска, заехали вот в такое кафе Хазар. Сейчас посмотрим, что там. Какой-то ремонт идет. Вареники, шашлык, 2 салатика и лагман. 800 рублей заплатили. В Красноярском едем в свою гостиницу, которую забронировали, а там вот такой хвост тянется. Дорогу ремонтируют, говорят, реверсивное движение. Долго, наверное, будем ехать. На навигаторе вон красная полоса. Мы поехали. Очень много машин. Там сзади вон колонна. 12 часов ночи мы приехали в берлогу в свою любимую. Спокойной ночи. Остальное покажу завтра. Короче, номер такой красивый. Но в прошлый раз был двухкомнатный домик за 3. А сейчас вот это вот однокомнатная за 5. Тут кровать хоть широкая. Надо окно открыть. Я знаю, почему он 5000 стоит. Потому что тут вон что. Статуя стоит. Ну так, ой, халатики какие приятненькие. Мяконькие. Блин, Антон Геннадьевич. Душевая кабина, конечно, смешная.